Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. В условиях проблем с продовольственным обеспечением в государственных магазинах в Либабском вилаяте Туркменистана власти ввели новый порядок отпуска месячных продуктовых пайков для населения. Теперь местным жителям придется получить еще одну справку. Об этом 5 октября сообщил корреспондент радио Азатлык. Как сообщил корреспондент, для того, чтобы получить месячный паек, жителям необходимо получать специальные справки из домоуправления. А теперь ввели новый порядок выдачи этих трехмесячных справок. Согласно новым правилам, гражданам теперь необходимо сначала сходить в местное отделение полиции вместе с домовыми книгами и паспортами и встать на специальный учет. Кроме того, каждый член семьи старше 18 лет должен сфотографироваться. В полицейском отделении делают фотографии и вместе с паспортными данными заносят в электронную систему, рассказал корреспондент. После того, как паспортные данные внесены в систему, полицейские выдают уведомление. С этим уведомлением нужно идти в домоуправление, описал процедуру корреспондент. В домоуправлении трехмесячную справку для получения месячных продуктовых пайков дают только на основе этого уведомления, говорит корреспондент. А в государственных магазинах продуктовые товары отпускают только по справкам, в которых указано количество членов семьи. Корреспондент также сообщил о количестве продуктов питания, которые можно раз в месяц купить в государственных магазинах по сниженным ценам. В месяц можно купить 1-литровую бутылку подсолнечного масла, 2 штуки куриных окорочков, 1 килограмм сахара, 5 килограммов муки. Для того, чтобы купить эти продукты, нужно обойти несколько мест и получить необходимые справки. Получить справку – одно мучение, а потом нужно еще выстоять очередь за месячным пайком, рассказал корреспондент. Отметим, что 1 килограмм муки в государственных магазинах продается по 1 манату. Корреспондент сравнил новую процедуру получения справок в домоуправлении с тем, что было при получении водительских прав или технического паспорта для автомобиля. Раньше при получении водительских прав или техпаспорта машины в полиции надо было сдать отпечатки пальцев. Только после сдачи отпечатков пальцев можно было получить право и техпаспорт, говорит корреспондент. Новый порядок для получения месячных продуктовых пайков введен в условиях продовольственного кризиса, продолжающегося в Туркменистане, а также на фоне заявления властей об усовершенствовании цифровых систем. Между тем, корреспондент радио Азатлык в Ашхабаде сообщает о нехватке куриных яиц в государственных магазинах. В эти дни в государственных магазинах в ограниченном количестве появились куриные яйца, которых уже давно не было в продаже, сообщил корреспондент. Продавец, говоривший с нашим корреспондентом на условиях анонимности, рассказал, что яйца поступают в продажу уже около недели, но они быстро кончаются. Я сегодня после полудня ходил в магазин, и там в продаже случайно оказались яйца, и мне удалось купить десяток, рассказал корреспондент. Но в магазине после этого среди желающих купить десяток яиц начался шум-гам. Туда начали скапливаться жители, услышавшие о продаже яиц. Но яйца закончились едва прошло 5 минут. Яйца удалось купить только 10 стоящим. Остальные начали ругаться с продавцом и грозиться, что будут жаловаться в управление торговли городского Хикимлика, добавил корреспондент. Продавщица магазина попытался объяснить, что не виновата в этой ситуации, говорит он. По его словам, в государственных магазинах заранее не оповещают жителей о продаже куриных яиц. Куриные яйца продают скрытно, заранее не оповещая о времени поступления товара в продажу. Это может случиться и утром, и днем, но только один раз в день, говорит корреспондент.